он еще один исторический момент. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров и руководитель Всемирного банка подписывают меморандум о взаимопонимании. Республика заинтересована в таком взаимодействии. Это первый шаг к долгому и перспективному сотрудничеству, отметил директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Михаил Рудковский. Эта организация готова оказывать платные консультационные услуги на привлекательных условиях, предоставление больших кредитов на 30 лет с 3% годовых. При этом проценты будут выплачиваться из федерального бюджета. Мы можем сотрудничать с Северной Осетией несколькими способами. Безусловно, основным является предоставление инвестиционного займа, в рамках которого Всемирный банк финансировал бы те или иные направления деятельности в Северной Осетии. Другой вариант – это так называемые возмездные консультационные услуги, когда Всемирный банк предоставляет консалтинг по тем или иным тематическим направлениям, и субъект федерации оплачивает эту работу. Уже разработаны 3 направления, по которым республика и Всемирный банк намерены вести активную работу. Это программа поддержки малых инициатив, дошкольные образовательные учреждения и улучшение инвестиционного климата в регионе. Сегодня же соглашения о сотрудничестве подписями скрепили с Министерством туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Северной Осетии. В ближайшее время будет разработан ряд проектов, которые можно реализовать с помощью услуг Всемирного банка. Елена Черенкова, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ.